Житайский судостроительный завод готовится к модернизации. В Якутске побывали представители Минпромторга страны, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также представители ведущих российских судостроительных и судоремонтных компаний. Они провели ряд встреч с представителями Минтранса Республики и Ленского объединенного речного пароходства. Также посетили Житайский судоремонтный завод, индустриальный парк «Кангалас» и механический завод «Восход». Далее в материале Дмитрия Тымырова. Флагман речной отрасли Якутии Ленское объединенное речное пароходство берет курс на модернизацию и судостроение. Речной флот республики нуждается в масштабном обновлении. Танкеры, буксиры, сухогрузы и баржи разменяли уже не первый десяток лет. Они уже практически не соответствуют современным требованиям. На сегодняшний день никто не строит. Флот стареет. Требуется замена. Мы этим вопросом уже давно занимаемся по возобновлению судостроения на Житайском заводе. В связи с этим по инициативе гендиректора ОАО «Лорп» Сергея Ларионова разработан проект модернизации флота и строительства судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне, где отдельным пунктом предусмотрена модернизация Житайской базы технической эксплуатации флота. Мы который год занимаемся возобновлением, то есть судостроения именно на Житайском судоремонтном судостроительном заводе и модернизация самого завода. И сегодняшний приезд Минпромторга Российской Федерации, конечно, связан с обновлением флота Ленского бассейна. Реконструкция и модернизация Житайского судоремонтного завода имеет несколько вариантов. Первый предусматривает создание самостоятельного предприятия, второй – кооперацию завода с российскими и республиканскими предприятиями, третий – создание территории опережающего развития в поселке Житай. Разработать бизнес-план по реконструкции завода поручено ООО «Профессиональные комплексные решения» из Санкт-Петербурга. Мы хотим его реконструировать для такой семьи, чтобы Житайский завод еще мог и производить суда, чтобы здесь могли выполнять полноценные заказы. Причем не только для Лорпа, для нашего пароходства, но и вообще для любого другого заказчика. Сейчас рассматривает все три проекта, но в скором времени определится, что это будет и по какому пути будет развиваться Житайский завод. В свою очередь Минпромторг окажет посильную поддержку на федеральном уровне. Главное, чтобы были учтены интересы не только заинтересованных сторон, но и местного населения. Поскольку модернизация Житайского судоремонтного завода откроет новые рабочие места, а также будет развиваться инфраструктура поселка Житай. В мае обоснованные предложения по проекту предоставит вице-премьеру правительства России, полпреду президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрию Трудневу. Дмитрий Тымыров, Андрей Рукавишников, Иван Семенов, Якутск.